Всемирная организация мониторинга прав человека призвала Китай немедленно вернуть изъятых детей уйгуров и тюрков уйгурского региона. Пекин должен прекратить разлучение детей уйгуров и других тюрков от их родных, пишется в обращении организации к властям Китайской Народной Республики. Вместе с тем, что точное количество людей, содержащихся в лагерях, остается неизвестным, неопровержимым является факт содержания детей в государственных школах, интернатах и детских домах. В момент, когда китайские власти продолжают ужесточать политику подавления и ассимиляции, уйгуры, проживающие за пределами родины, стараются сохранить и передать новому поколению свою культуру и обычаи. Культурно-информационный центр уйгуров Голландии, расположенный в Амстердаме, сообщил об открытии уйгурской школы, в которой наряду с уйгурским языком, историей и культурой будут преподавать научную дисциплину, политику и религию. Академик и секретарь Всемирного уйгурского конгресса Эркин Эмет заявил, что китайский режим, объявивший его террористом, хочет заставить молчать активистов уйгуров. Напомнив, что данное решение Пекина направлено в первую очередь на устрашение народа Восточного Туркестана, преподаватель факультета языков, истории и географии столичного университета Турции доктор Эркин Эмет подчеркнул, что Китай беспокоит огласка в Турции и во всем мире нарушение прав человека, проводимое Пекином. Начались учения «Центр-2019», в которых примут участие военные России, Китая, Киргизстана, Пакистана, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях, главной целью которых является борьба с терроризмом и обеспечение безопасности в Средней Азии, принимает участие 128 тысяч солдат и задействовано свыше 20 тысяч единиц военной техники, 600 самолетов, около 200 танков и 15 кораблей. После заявлений Нетаньяху о включении в израильские территории всех незаконных еврейских поселений, расположенных в долине Иордан, представители Евросоюза заявили, что внимательно следят за развитием событий и напомнили, что в случае осуществления данного плана Союз немедленно примет меры. Первым недовольство решением Нетаньяху поступило из офиса высокопоставленного представителя отдела внешних связей и безопасности Евросоюза Фредерики Могерини, заявивший, что включение незаконных поселений в израильские территории означает нарушение международного права, приведет к тупику концепции двойного правительства и поставит под угрозу стабильность региона. В результате терактов в столице Афганистана и провинции Парван погибло 48 человек. Ответственность за 2 взрыва, в которых погибли мирные жители, взял на себя Талибан.